Вот несколько лет я уже работаю с кадетским корпусом, я им шью все, что им нужно. У них бывают заказы от 270 штук. Сейчас мы им будем шить вот эти кителя, куртки, бушлаты как военные. На очереди также заказы на судебную форму, свадебные вечерние платья. А с недавнего времени в небольшом швейном цехе в Малгобеке начали шить защитные медицинские костюмы. Заказ пришел из Москвы, причем контракт заключен на 5 лет. Они нам заказали 5000 вот этих защитных костюмов медицинских. Вот. Мы их уже почти сшили. Сейчас женщины сегодня заканчивают последний срок. Вот шьются эти костюмы. Для небольшого предприятия, которое в 2011 году открыла Айшат Аздоева, это большой успех, которому она шла большую часть жизни. Любимым делом швея занимается с детства. Раньше в основном шила только дома для родных и школьных подруг. Я еще в 8 классе даже всем своим одноклассницам подрезала платье, школьные платья. Форму школьную. Ушивали, чтобы в обтяжку прямо. Дети баловались. И все девочки были у меня. Потом, когда уже вышла замуж, очень хотела шить. И мама мне купила машину швейную. Моя мама. Как в подарок. Она знала, что я люблю шить. Я начала шить своим детям шубки шила, куртки там, как получалось. И потом все соседи начали мне заказывать. Первый раз я шила платье своей свекрови из простого ситца. Несколько лет Айшат работала в разных республиканских ателье, пока не решила открыть свой собственный цех. Подала документы на получение субсидий в фонд поддержки предпринимательства. На эти средства и смогла начать производство. Сегодня здесь трудится порядка 12 мастериц. Я именно работаю 5 лет уже. Вот женщина со мной 5 лет. Эти 3, 2, 5. Мы шили национальные чулки, шили. Национальные костюмы вот эти. Мы шьем вот эти комбинезоны. COVID-19 ер, 20 ер. Вот эти комбинезоны шьем. Если фурнитура была бы у нас вовремя, мы за 10 дней все это уже убрали. Вообще я с детства любила очень это швейное дело. А последнее аж со всему научила. В швейном цеху Айшат Аздоева ежегодно проходит практику студентки Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова. Это вечернее платье, ткань, трикотаж с бисером. Сначала мы делаем мерки на модель, и потом уже кроим платье. У вас отдельные выкройки или вы сами на глаз это делаете? Юбку отдельно делаем, на глаз делаем. Правда, вот взять на работу из 10 практиканток в лучшем случае получится только 3 выпускниц колледжа. Хоть работы в цехе много, рассказывает Айшат, вся проблема в нехватке оборудования. Сейчас руководитель цеха готовит новый пакет документов, с которым собирается обратиться в фонд поддержки предпринимательства, чтобы получить помощь от государства на приобретение нового оборудования. Наш фонд занимается предоставлением микрозаймов. У нас есть такая мера поддержки государственная, как предоставление микрозаймов на льготных условиях. Это со сроком не больше 3 лет, сумма кредита не больше 5 лет, если коротко сказать. И процентная ставка не больше 6%. Есть и меньше, но не больше 6%. Есть у нас еще такая мера поддержки, как предоставление гарантии, то есть поручительства. Если клиент, какой-то предприниматель хочет обратиться в банк, финансовое учреждение для получения кредита, заемных средств, то мы можем предоставить ему поручительство. Каждый год фонд рассматривает около 150 бизнес-заявок от начинающих предпринимателей. Ознакомиться с условиями и информацией для оформления займа можно на сайте фонда, а для консультации двери здесь всегда открыты. На месте расскажут и о сумме, на которую предприниматели могут претендовать. Максимальная сумма до 5 миллионов, но нам предоставляют деньги в рамках соглашения с Минэком, субсидии. Это как субсидии идут. Дальше эти деньги мы используем, крутим, получается, люди возвращают, мы обратно выдаем другому человеку. И у нас есть определенные требования, к нам предъявляют определенные требования. И в связи с этим мы вынуждены выдать микрозаймы определенному количеству предпринимателей. То есть не только сумма
ну и количество. Поэтому нам приходится разбивать эти суммы, то есть от миллиона до 5 миллионов. И мы рассматриваем приоритетное направление. 5 миллионов – это если прям хороший бизнес. В прошлом году фонд предоставил 57 микрозаймов на общую сумму 75 миллионов рублей. Во многом благодаря поддержке фонда удалось создать и дополнительные рабочие места, что для нашего региона неплохой показатель по снижению безработицы. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.